о том, как проводится мониторинг состояния загрязнения атмосферы в городах нашей республики. Как я смогу свою презентацию вывести? Вы можете, я вас сделаю сейчас соорганизатором, уже сделала, и поэтому вы можете беспрепятственно делиться своей презентацией. Демонстрация экрана внизу зелененькая. Да, отлично, нам видно. Видно, да? Угу. Когда я начну рассказывать. Перед тем, как рассказать про мониторинг качества воздуха, я хотела бы коротко рассказать о деятельности гидромета, об основных его направлениях. Основными задачами нашей организации является обеспечение правительства, населения, всех погодозависимых секторов экономики, гидрометеорологической информации, а также информации о загрязнении природной среды. Еще одно большое наше направление – это составление предупреждений о стихийных и опасных явлениях, такие как лавины, сели, паводки, сильные ветра, осадки, и доводить их до населения и соответствующих структур, которые принимают решения в таких случаях. Кроме этого, мы составляем прогнозы погоды, водности рек, фенологические прогнозы, и сейчас начинаем вводить составление прогноза о состоянии качества воздуха тоже. А также обобщаем и анализируем гидрометеорологические условия, и аналитическую записку готовим о состоянии загрязнения природной среды, и ведем государственный фонд данных о состоянии окружающей природной среды. А это все данные, накопленные за 95 лет. Кстати, в этом году, в июле месяце, будет 95 лет образования Крымгидромета. Наблюдательная сеть гидромета состоит из метеорологических станций, снеголовинных станций, гидропостов, агропостов, метеопостов, озерных постов, а также пунктов, где ведутся наблюдения за качеством воздуха, за качеством воды и радиационной безопасностью. Это основные продукции, которые мы выпускаем. Это прогнозы погоды, прогноз аномалий температуры воздуха на период месяц, прогноз снежных лавин, прогноз водности рек и водохранилищ, штормовые предупреждения и такие бюллетени, как бюллетень погоды, состояние загрязнения атмосферного воздуха, состояние загрязнения поверхностных вод, суши и обзоры погодных условий по всей территории. Теперь давайте будем говорить о мониторинге состояния загрязнения атмосферного воздуха у нас в Кыргызстане. Эта работа у нас проводится в 5 городах. В городе Бишкек на 7 стационарных постах, мы их называем ПНЗ, это посты наблюдения за загрязнением атмосферы, и одна автоматическая станция. В городе Карабалта у нас 2 ПНЗ, в городе Ош-1, в городе Такмак-2 и в городе Чолпан-Ата тоже 2 ПНЗ. На этих стационарных постах ведутся наблюдения за такими загрязняющими веществами, как оксид азота, диоксид серы, формальдегид и аммиак. Как вы видите вот на картинках, на постах у нас основным оборудованием является аспиратор воздуха, с помощью которого проводится отбор пробы. И эти пробы доставляются в лаборатории, где производятся химические анализы. И рассчитываются концентрации загрязняющих веществ в каждой пробе. Эти пробы отбираются 3 раза в день, в 6 утра, в 12 дня и в 6 вечера. У нас в Бишкеке функционирует одна автоматическая станция, она замеряет концентрации следующих показателей. Это все 3 показателя, которые
замеряются еще и на стационарных постах, и дополнительно это оксид углерода, общая пыль, все фракции твердых частиц и метеорологические параметры, это как температура и давление воздуха, направление и скорость ветра, влажность воздуха и давление. Все, наверное, уже в курсе, что в отличие от стационарных постов, автоматическая станция проводит свои замеры и наблюдения каждую минуту. Чтобы было более понятно, в этом году мы попытались составить карту города, куда мы наложили вот наши посты. Они у меня обозначены красными точками. Это посты, стационарные посты, которые в черте города находятся. Вот эти желтые участки, это жилмассивы, которые газифицированы. Черные участки — это жилмассивы, которые используют твердое топливо, им еще не проводили газ. И когда мы стали выяснять, кто является основным источником загрязнения, кроме жилмассивов, больших предприятий у нас не оказалось. Один из больших предприятий — это ТЭЦ, который топится углем. И вот эти черные точечки — это частные бани и сауны, которые зарегистрированы, и учет их ведется в мэрии. Мы их попытались наложить на карту, и чтобы было видно, в каких районах мы проводим свои наблюдения. В рамках своей деятельности Гидромет осуществляет тесное сотрудничество в области своей деятельности с различными организациями. Например, мы с 1994 года являемся членом Всемирной метеорологической организации ВМО. Также мы являемся членом Межгосударственного совета по гидрометеорологии, в региональной ассоциации 2 и 4 ВМО. Сотрудничаем с большинством национальных гидрометеорологических служб мира, а также различные международные организации. В рамках МСГ, это Межгосударственный совет по гидрометеорологии, разрабатываются документы, методики, на основе которых ведутся все вообще основные работы гидрометслужб. И эти документы имеют хождение среди стран, которые являются участниками этого совета. В том числе мы тоже. То есть большая часть наших методик, стандартов и руководящих документов, которыми мы пользуемся, они являются российскими. То есть они разработаны Росгидрометом, при котором есть множество исследовательских институтов. Их продукциями пользуемся в том числе и мы. Как вы знаете, вот как всем интересно, показатели загрязнения атмосферы. У нас в Кыргызстане есть постановлением правительства утверждены гигиенические нормативы, где предусмотрены предельно допустимые концентрации для каждого загрязняющего вещества. Я вот написала определение на слайде. У нас есть такие понятия, как предельно допустимая концентрация максимально разовая, то есть это содержание какого-либо загрязняющего вещества в один момент, то есть это разовое содержание. А также предельно допустимая концентрация среднесуточная, то есть усредняются все значения за сутки, и мы получаем показатель, который характеризует концентрацию этого вещества за сутки. Кроме этого, согласно наших руководящих документов, в рамках которых мы проводим анализ состояния за месяц, за год, у нас есть такие показатели качества воздуха, как стандартный индекс и наибольшая повторяемость, определение которых я тоже написала. Их можно использовать как показатели недельные и месячные. Кроме этого, для оценки общего загрязнения атмосферы используется вся информация об уровне загрязнения в городе и рассчитывается комплексный индекс загрязнения атмосферы.
Этот индекс учитывает несколько примесей, в нашем случае все 5 примесей, которые мы определяем, и рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций. Поэтому этот индекс характеризует уровень хронического длительного загрязнения атмосферного воздуха. В случае, если эти 3 показателя попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по индексу загрязнения атмосферы, то есть по этому ИЗО. Но это показатель годовой. Когда мы наберем все данные за годовой период, потом можно будет охарактеризовать и говорить об индексе загрязнения атмосферы. Я извиняюсь, я пока, можно вас перебью? Я просто предлагаю участникам, так как мы двигаемся довольно так, в темпе, таком энергичном, я предлагаю всем участникам записывать свои вопросы в чат, вы их потом сможете озвучить, либо они останутся в чате для того, чтобы я их прочитала. И я таким образом предлагаю. У нас будет 2 презентации, потом мы обсудим все вопросы, и вы сможете каждому спикеру сегодня адресовать лично свой вопрос. Спасибо. Спасибо. Так, следующий мой слайд. За 2020 год, сейчас они еще в процессе расчета этого индекса, но я взяла вот старый слайд, где указан уровень загрязнения воздуха в городе Бишкек за последние 5 лет, не учитывая 2020 год. Это 15, 16, 17, 18 и 19 годы. Как вы видите, в 2018 году был высокий уровень загрязнения, что, наверное, никто и не может отрицать. Это были самые холодные температуры, самые холодные дни. Естественно, вот в том году были и высокие концентрации загрязнения воздуха тоже. То есть на этой картинке мы видим, что у нас имеется тенденция повышения загрязнения. То есть с каждым годом идет небольшое, но все же повышение загрязнения воздуха. Этот индекс был построен на основе данных стационарных постов, которые ручные, я рассказывала, где анализы проводятся в лаборатории. Следующие данные, это данные автоматической станции. Если останавливаться на каждом загрязняющем веществе. Я прошу прощения, я пока не могу вычислить этого человека, а уже вычислила. Гаман ТГ. Не представляю, как вы можете слушать с такой музыкой презентацию, но желаю вам удачи. Спасибо, что выключили микрофон. Спасибо, Мэрим Асанбаевна. Вот, например, оксид азота. Основным источником этого загрязняющего вещества, как мы все знаем, является автомобильный транспорт. Вы видите вот на графике в фиолетовом пике это содержание оксида азота, среднесуточное содержание, и красная линия — это предельно допустимая концентрация, выше которой содержание оксида азота является опасным для здоровья человека. Вы можете видеть, что это данные с 2017 по конец 2020 года. И вы видите, что в зимний период времени среднесуточное содержание этого загрязняющего вещества несколько раз превышает норматив. Но при этом летом он и не исчезает тоже, его становится чуть меньше, что не отменяет его вредность. Следующий показатель — это диоксид серы, основным источником которого является процесс сжигания, а точнее это неполное сжигание твердого топлива, других веществ, которые у нас используются для отопления. Я могу с уверенностью сказать, что большое влияние здесь имеет отопительный сезон, потому что вы видите, что содержание очень резко повышается во время зимнего периода. То есть это вот с конца октября по конец марта. Здесь также голубой линией это содержание диоксида серы, а красная линия это его норматива нет.
Норматив его составляет 50 микрограмм на метр куб, а летом его содержание даже не доходит и до 20 микрограмм. То есть летом его практически нет. Следующий показатель – это общая пыль. Как вы видите, за весь период наблюдения с 2017 года вот по сегодняшний день он находится почти на одном уровне. Здесь показатель, скажем, такой стабильный. Он особо и не снижается, на него никак не влияет ни отопительный сезон, ни температура воздуха. На содержание этого вещества может повлиять только интенсивные осадки, так как снег или дождь. В остальное время он находится в одном и том же содержании, что говорит о том, что это наша природная пыль. Это не какого-то предприятия или какого-то антропогенного воздействия, это просто наша природная пыль, которая содержится в воздухе нашего города. Следующий показатель – это PM10. Здесь уже мы рассматриваем отдельные фракции пыли. Здесь с PM10 такая же картина, как и с общей пылью, так как они очень близки. Тоже содержание намного выше, чем его норматив, но при этом на него особого влияния никакие сезоны не имеют. Это тоже говорит о его природном характере. А теперь один из актуальных показателей качества воздуха – PM2,5. PM2,5, как вы видите, тоже очень сильно зависит от сезона года. То есть в отопительный период, в холодное время года очень превышается содержание этого показателя. Как мы видели на слайде, где я показывала годовой уровень загрязнения воздуха, где мы ИЗО рассматривали, те самые высокие, был в 2018 году, здесь такая же картина. Конец 17 и начало 18 года, то есть отопительный сезон 2017-2018, самые высокие показатели. Вот вы видите второй пик, где доходит аж до 350 микрограмм на метр куб. Это вот так холодная зима, где и были самые высокие концентрации загрязняющего вещества PM2,5. Но летом его намного меньше. Летом сильно сокращается содержание этого вещества, и оно очень в малых количествах содержится в воздухе. Чтобы было более понятно, но этим я не хочу сказать, что все загрязняющие вещества зависят только от погоды, то есть что у нас грязно только потому, что наступил холодный период года, нет. Но чтобы можно было сравнить, мы наложили концентрацию PM2,5 и диоксида серы, которые, по моему мнению, сильно зависят от погодных условий, то есть в зимнее время они превышают содержание, и наложили на температуру, на значение температуры. То есть вот эти черные линии – это температура воздуха, красные – это диоксид серы, и синие – это PM2,5. Как вы можете видеть, что как только температура падает, превышается значение этих загрязняющих веществ, источниками которых является процесс сжигания. То есть стало холодно, люди начали отапливаться, и вот, пожалуйста, высокие концентрации этих веществ. И то же самое, самые высокие мы видим в 2018 году, начало 18 и конец 17. В этом году всем известный план комплексных мер, о которых мы очень много говорим, где были заложены очень много мероприятий, среди которых закупка автоматических станций, чтобы расширить сеть мониторинга за качеством воздуха. В рамках исполнения этих
мы в сотрудничестве с Азиатским банком развития закупили 50 датчиков, откалибровали их параллельно с профессиональным анализатором, газоанализатором, который у нас стоит в автоматической станции, и запустили эти датчики. Сейчас идет процесс разработки страницы на сайте, чтобы в онлайн-режиме можно было видеть данные с этих датчиков. Эти датчики расположены примерно вот так на карте города. Мы попытались их равномерно распределить по всей территории города, чтобы потом мы могли видеть, в какой части города какой уровень загрязнения. Эти датчики будут замерять фракции твердых частиц, PM10, PM2,5, PM1, а также диоксид азота. То есть с помощью этих данных мы можем отслеживать влияние сжигания и автомобилей тоже. Как вот в предыдущем выступлении, как Джаныл, когда рассказывала про индексы качества воздуха, да, вот эти все наши показатели, которыми мы анализируем уровень загрязнения, являются показателями более длительного, которые характеризуют более длительный период загрязнения. Они, естественно, их очень сложно использовать для мгновенного информирования, для более краткосрочного информирования. Поэтому тоже очень заинтересованы в разработке таких показателей, которые можно было бы использовать в ежедневной своей работе, даже не в ежедневной, чтобы который можно было использовать хотя бы ежечасно, который показывал бы о состоянии воздуха каждые 15 минут или каждый час. И, естественно, это является индекс качества воздуха, который используется во многих странах. Во многих странах они разные, страны каждый разрабатывает для себя или заимствует какие-то популярные, скажем, индексы. Я хотела на этом остановиться и как пример показать другой индекс. Гидромет, как орган, который уполномочен вести гидрологические наблюдения, метеорологические наблюдения, то есть другого органа, который бы вел эти наблюдения, нет. На это уполномочен только гидромет, и поэтому он со стороны гидромет были разработаны категории опасности метеорологических, гидрологических и снеголовинных явлений. Вот на карте у нас видно, это у нас сервис, куда мы помещаем штормовые предупреждения о риске возникновения неблагоприятных и опасных явлений погоды. Это сели, паводки, лавины и интенсивные осадки. Мы закрашиваем на карте Кыргызстана территории, где эти цвета означают, что отсутствует опасность или опасность не требуется оповещения, это зеленый, желтый погода потенциально опасна, оранжевый погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, и красный цвет это говорит о том, что на этом участке ожидаются очень опасные явления. Точно такие же категории можно разработать и для информирования об уровне загрязнения воздуха, но, к сожалению, гидромет сам один этого сделать не может, так как содержание загрязняющих веществ и вообще качество воздуха напрямую связано со здоровьем человека, где последнее слово должны сказать медики и определить эти уровни, на каком уровне какое влияние имеет какое-либо вещество на здоровье человека. На этом у меня все, но, надеюсь, в ходе вопросов мы можем рассказать еще. Спасибо большое. Дорогие участники, я вижу ваши вопросы в чате, как мы и договорились. Я надеюсь, у вас есть время. Давайте послушаем сейчас второго спикера. У Натальи Михайловны сообщение примерно на 15-20 минут. И потом мы сможем все эти вопросы
озвучить. Я надеюсь, все с этим согласны и всем удобно, да? Наталья Михайловна, я также вас сделала соорганизатором, поэтому если у вас есть презентация, вы можете ей беспрепятственно точно так же сейчас поделиться. Вот, внизу экрана зелененький. Ну все, вы уже в курсе. Видно, да? Угу, да, все видно. И у нас... Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Я Наталья Михайловна Лученко, являюсь заведующим лабораторией телекоммуникационных систем Института машиноведения и автоматики Национальной академии наук. Я хочу рассказать о тех результатах, которые мы получили в течение последних 2 лет в рамках проекта НИР, который ведет лаборатория, и вместе с ней еще 2 лаборатории нашего института. Проект называется «Разработка инновационных методов и средств контроля состояния геоэкосферы». Вот в рамках этого проекта наша лаборатория занималась оценкой процессов загрязнения атмосферы в городе Бишкек частицами PM2,5 и изменения индекса качества воздуха в зависимости от времени и метеопараметров. Ну и вторая была задача, которая являлась, конечно, продолжением первой, это мы занимались разработкой моделей краткосрочного прогноза. Вот, концентрации PM2,5 и индекса качества воздуха. Дело в том, что разработка методов анализа, интерпретации, прогноза параметров окружающей среды – это традиционное направление для нашей лаборатории. И вот когда в 2019 году, в феврале 2019 года, появились данные, публикуемые на сайте AirNow американским посольством о загрязнении частицами PM2,5 и индексе качества воздуха, это, конечно, привлекло наше внимание, и мы стали анализировать эти временные ряды. Вот здесь на слайде представлены временные ряды изменения PM2,5 с 9 февраля 2019 года по 31 декабря 2020 года. И, соответственно, временной ряд индекс качества воздуха. В таблице представлены вот здесь средние значения и среднеквадратическое отклонение для PM2,5 индекса качества воздуха для периодов наблюдений. Значит, поскольку мы практически сразу, то есть, сразу это где-то к середине 2019 года поняли, что концентрации абсолютно четко коррелируют с началом и концом отопительного сезона в городе, временной ряд был разбит на интервалы, соответственно, началу и концу отопительного сезона. И, соответственно, вот эти даты здесь представлены. С 9 февраля по 23 марта 2019 года, потом с 24 марта по 31 октября 2019 года, 1 ноября 2019 года начало нового отопительного сезона, соответственно, где-то 31 марта закончился этот отопительный сезон, потом с 1 апреля по 9 октября 2020 года и, соответственно, новый отопительный сезон. Ну, вот здесь на графиках представлена автокорреляционная функция соответствующих временных рядов, которая говорит о том, что временные ряды явно не стационарные, и в них присутствует явная периодичность в 24 часа. Любопытными данные были в апреле-сентябре 2020 года,
в силу того, что, ясно, это был период карантина, когда в городе практически не было автотранспорта. И вот здесь на графике представлены концентрации PM2,5 за период апрель-сентябрь 2019 года. Это вот красный график. И, соответственно, черный график – это концентрации PM2,5 в апреле-сентябре 2020 года. Поскольку промышленных предприятий в городе практически нет, кроме упомянутой ТЭЦ, ясно, что вот приблизительно вот такую картину, вот эта разница, которую мы здесь видим, это нам дает автотранспорт, который летом, в общем, эксплуатируется в городе. Вот здесь на графике, это одна из первых наших, это один из наших первых графиков, поскольку это вот первая половина 2019 года, очень четко видно, что 23 марта произошло, в общем-то, резкое снижение концентрации PM2,5, и именно это есть дата отключения ТЭЦ, дата отключения отопления. На наш взгляд, этот график как нельзя лучше иллюстрирует роль ТЭЦ в загрязнении города. Продолжая эту тему, в интернете вот не так давно мы нашли график, который говорит о корреляции потребления угля ТЭЦ города Алма-Аты и концентрации PM2,5. Здесь достаточно красноречиво видно, что все-таки достаточно влияния ТЭЦ на уровень загрязнения города. Для того, чтобы исследовать временные ряды и построить модели прогноза, мы использовали различные методы и различные модели. Значит, это прежде всего модели авторегрессионные, интегрированные скользящего среднего, так называемые ARIMA-модели. Это регрессионный анализ и модели на основе искусственных нейронных сетей. Нами рассмотрены 3 типа нейронных сетей, соответственно, я дальше немножко расскажу. Вот здесь представлены графики, связанные с разработкой моделей на основе интегрированных авторегрессионных моделей со скользящим средним. Значит, смысл этих моделей в следующем, что показатель, ну, в данном случае, допустим, концентрации PM2,5 или индекса качества воздуха определяется уровнями в предыдущие моменты измерений, несколько сроков назад. Ну и плюс еще вот такая случайная составляющая, которая тоже берется с историей назад. Ну, идея была в том, что временной ряд декомпозировался на детерминированную составляющую, сезонную составляющую, ну и то, что осталось, так называемую хаотическую составляющую. Ну и, соответственно, вот здесь показано, соответственно, на вот этой выборке наблюдений модель обучалась. Результаты прогноза, это вот красные точечки, уже на интервале там с 1 августа по 1 сентября. Поскольку известно, что на уровень загрязнений большое влияние оказывают метеорологические факторы, нами был проведен анализ метеорологических факторов 6. Это температура, температура точки росы, давление, относительная влажность воздуха, скорость ветра и интенсивность осадков за тот же период времени, то есть с 9 февраля 2019 года, опять же,
конкретные периоды времени. Значит, все зимние периоды времени были интегрированы в один, поскольку, в общем, процессы, в принципе, одинаковые, которые, в общем-то, мы наблюдаем. А вот, конечно, период летний 2020 года и 2019 года, они существенно разные, как мы видели на графике хотя бы. И поэтому они интегрированы не были, для каждых из них отдельно были, в общем-то, проведены исследования. Значит, что мы сделали? Мы посчитали коэффициенты корреляции между уровнем загрязнения и, то есть концентрациями PM2,5 и соответствующими метеорологическими параметрами. Выяснили, что, понятно, допустим, вот мы измеряем концентрацию вот, в срок измерений, допустим, в 3 часа дня. Наивысшая корреляция вот этого значения, допустим, с температурой, будет не с температурой в этот же срок измерений, а в силу инерционности процессов несколько сроков назад. Так вот, в этой таблице показаны коэффициенты корреляции, наиболее выраженные коэффициенты корреляции, измеренных в срок и концентрации PM2,5, и метеопараметров в предшествующие сроки измерений. И вот эти сроки вот тут вот показаны для различных периодов времени наблюдений. Ну, выявлены, понятно, как положительные, так и отрицательные корреляции. Это позволило нам определить наиболее значимые факторы при построении прогнозных моделей. Соответственно, вот здесь, допустим, показано, как строилась модель прогноза концентрации PM2,5 с учетом метеорологических параметров на базе 2 нейронных сетей. Это обобщенная регрессионная нейронная сеть и сеть прямого распространения с обратным распространением ошибок. Ну, это вот эти аббревиатуры. В общем, может быть, они не столь значимые, но так или иначе было показано, что, вот, допустим, сеть прямого распространения, она дает меньший процент ошибки в прогнозе, чем, допустим, сеть регрессионная, обобщенная регрессионная сеть. Ну и вот тут вот на графиках вот это показано. Может быть, будут вопросы, и потом в частных вопросах я поподробнее могу остановиться. Теперь вот следующая задача, которую мы рассмотрели, это прогноз индекса качества воздуха на базе наиболее популярных в настоящее время нейронных сетей, так называемых ЛСТМ-сетей, сетей с долговременной краткосрочной памятью, если быть более подробным. Вот, значит, что мы сделали? Вот, допустим, вот эта диаграмма показывает распределение индекса качества воздуха на интервале с 6 февраля 2019 года по 31 марта 2020 года. Периоды, весь период наблюдений, который мы располагали, кроме лета 2020 года, поскольку там не характерные, в общем-то, процессы загрязнения мы наблюдали. Вот. И для того, чтобы объем данных позволял строить прогноз, а я сразу скажу, что данных, вообще говоря, маловато для полноценного прогноза, мы интегрировали класс индекса качества воздуха хороший и умеренный, назвав его умеренным, вот этот интегрированный класс. Затем класс, где АКИ больше 100 и меньше 150, класс
нездоровых для чувствительных групп. Ну и все остальные, которые больше 150 АКИ, вот интегрированы были в 3-й класс. Соответственно, была поставлена задача построения модели для прогноза индекса качества воздуха для вот этих 3 классов. Параметры, важность, скорость вектора и показатель осадков. Ну вот нам удалось получить модель, которая дает прогноз на 4 дня вперед и точность прогноза. Ну вот, собственно, вкратце мое сообщение на этом заканчивается. На что я хотела бы обратить внимание. Все-таки по анализу, который мы провели, можно прийти к выводу тому, что основной источник загрязнения воздуха в летнее время – это городской транспорт, понятно. В зимнее время все-таки, с нашей точки зрения, на первом месте стоит городская ТЭЦ и котельные, графики работы которых обусловлены началом и концом отопительных периодов. И, во-вторых, источник загрязнения в зимнее время – это выбросы печей частного сектора. Почему мы все-таки настаиваем на приоритете ТЭЦ? Потому что анализ графиков, ну, в частности, я показала вот 2019 год, потом конец отопительного сезона в 2020 году, там 2 раза ТЭЦ отключала отопление. Там очень хорошо тоже видно, если бы мы в укрупненном таком варианте посмотрели, что как только выключили отопление, уровень стал снижаться, а потом включили, и он опять поднялся. Нельзя предположить, что печи частного сектора работают по команде. Они, в общем, по своей логике работают, по температуре. Одновременно все печи не могут в городе прекратить свою работу. Я имею в виду печи частного сектора. Ну и, в общем, понятно, что решение задач прогнозирования загрязнения – это важная задача. Почему? Потому что если известно о том, что наступают дни с очень высоким уровнем концентрации PM2,5, но правительство может в идеале принимать какие-то меры ограничительные, связанные с выбросами. Вот. Но для того, чтобы строить прогнозы, нужны данные. Поэтому, причем данные не только о параметрах загрязнения атмосферного воздуха, и не только с сайта AirNow, который является собой открытую базу данных. Все мои вопросы, которые я задаю, когда присутствую на семинарах, связаны с доступом к данным. И, кроме того, необходимы данные, опять же, открытые данные о параметрах источников загрязнений. Я считаю, что вот движение Move Green вправе как-то выходить в соответствующие организации для того, чтобы та же ТЭЦ рассекречивала свои данные, показывала исторические данные. То есть вот видели, допустим, мы кривую, которую мы нашли в интернете по поводу работы алматинских ТЭЦ. Хорошо бы было бы, если бы и наша ТЭЦ позволила бы нам заглянуть, в кавычках заглянуть, вот, в параметры ТЭЦ как источника загрязнений. Ну вот на этом я, в общем-то, прекращаю свое сообщение. Дальше, конечно, буду стараться отвечать на ваши вопросы. Большое спасибо, Наталья Михайловна. У нас сегодня, дорогие участники, такие спикеры, это не просто пища для ума, для размышления, это просто восточный десерт. Я прям так взбудоражена сегодняшними сообщениями. Я надеюсь, вы также. Я предлагаю вам к Наталье Михайловне сейчас добавлять вопросы в чат или потом их озвучить. И, если позволите, начну с тех вопросов, которые уже накопились к первому спикеру, то есть к Мээрим Асанбаевне. Вот, кстати, был вопрос тоже, да, от Натальи Михайловны. Скажите, пожалуйста, данные с 2017 года, в частности,
о мелкодисперсных твердых частицах можно ли получить для проведения исследований? Это, наверное, вопрос как и к нам, да, как MoveGreen, и к Кыргызгидромету. Да, конечно, особенно большой опыт запроса этих данных есть и у MoveGreen. Запросы от потребителей, от разных организаций, заинтересованных этими данными, могут направить в Гидромет, и мы их предоставим. Мы так открыты, да, Спасибо. можем поделиться. Для общей информации мы стараемся, работаем над тем, чтобы исторические данные были в открытом доступе. У нас вот в рамках этого же проекта мы планируем создание мобильного приложения, веб-сайта, который будет называться AQKG. Вот там будут датчики доступные, которые есть в Бишкеке, все с открытыми API, которые нам удастся заполучить, и надеемся тоже со временем разработаем базу данных, которая будет открыта с историческими данными, да, тоже вот в сотрудничестве с Кыргызгидрометом. Теперь следующий вопрос. Извините, тоже к Маирим Асанбаевне. Извините, не расслышали или упустили. Сколько датчиков установлено? Это только по Бишкеку или всему Кыргызстану? Это, наверное, касается вот проекта с Азиатским банком. К Маирим Асанбаевне вопрос. Я свою презентацию вывела, да, на экран? Да, видно. Это, наверное, по вот этим датчикам. Эти 50 датчиков, они на территории города Бишкек, а также охватывают село Новопокровка и Новопавловка, Военно-Антоновка. Так, на западе села Военно-Антоновка, на востоке до села Новопокровка. На юге это Чоңарык, и внизу объездная дорога. Такие границы расположения этих датчиков. Еще был вопрос, да, о том, планируем ли мы охватывать другие города тоже. Да, это у нас в планах. Основным, ну, наверное, в первой очереди будет город Карабалта, потому что по тем данным, которые у нас уже имеются, из 5 городов — Бишкек, Карабалта, Ош, Чолпан-Ата, Токмок, где мы проводим свои наблюдения, самым загрязненным является, конечно, город Бишкек, а следующий, где нередко, не всегда, не на постоянной основе, как в городе Бишкек, но нередко бывают превышения, это в городе Карабалте, как близлежащий город и город Бишкек. А также это наша вторая столица, и по значимости, по территории один из больших городов — это город Ош. В рамках нашего сотрудничества с MoveGreen мы планируем там установить такие же не станции, конечно, как бы нам хотелось, но датчики в городе Ош. Дальше наше с MoveGreen сотрудничество запланировано на 3 года, и следующие датчики мы будем рассматривать установку их в других городах. Возможно, в городе Чолпан-Ата. При финансировании, привлечении инвестиций, конечно, будем охватывать и все другие города тоже. И здесь сразу уточнение по вопросу. Это датчики по пыли? Вот эти датчики, которые уже установлены в городе Бишкек, это датчики, которые будут определять концентрацию фракций пыли. Это PM10, ее можно назвать пылью, PM2,5 – это мелкие частицы, PM1 – это еще более мелкие частицы, и диоксид азота. Как я уже ранее говорила, с помощью этих данных мы можем отслеживать влияние процесса сжигания, то есть отопительного сезона, пыли и влияние автомобилей, автотранспорта тоже. Спасибо. Также вопрос к вам, Маирим. Добрый день. Я читала сообщение о том, что недавно Кыргызгидромет встречался с Казгидрометом. Вот в рамках, наверное, нашего, да, партнерства с
Смолгрин. Не могли бы вы в 2 словах рассказать о результатах встречи? Вопрос от Ксении Прилуцкой. Давайте я коротко скажу, если я что-то забуду, Мария меня дополнит, да, потому что это сотрудничество с Смолгрин, с активистами Казахстана, Казгидрометом и Кыргызгидрометом запланировано 3-годовое сотрудничество, в рамках которого кыргызская сторона планирует установить 24 датчиков. Первое время это в городе Ош, и следующие места установки будут определяться еще в процессе работы. Также обмен опытом по обработке данных, по сбору, по запуску этих датчиков, а также по мерам, которые принимаются в целях снижения загрязнения в городах, будет такой обмен опытами между казахстанской и кыргызстанской стороной. Да, также планируется обучение, ну, скажем так, улучшение, возможно, если правильно я говорю, это мониторинга, да, то есть также у нас в проекте заложен принятие AQI, то есть если мы сможем, мы также перейдем дополнительно на новую систему и будем считать индекс загрязнения воздуха, также, который актуален для здоровья населения, да, здесь и сейчас. И также вот буквально на этой неделе прошел первый тренинг от Финского метеорологического института для Казгидромета, и теперь такой же с 1 по 5 марта будет для Кыргызгидромета проведен финским экспертом. Вот, это пока только такие планы, которые на этот год, но и не только. Вот. И надеемся, что это будет эффективно для всех, и вот такой обмен опытом и образовательный компонент тоже мы охватываем в рамках этого проекта. И также дополнительный вопрос от Натальи Михайловны. Данные записываются в базу данных, вот, которые с новых датчиков, да, скорее всего, имеется в виду? Да, конечно, мы сейчас их пытаемся вывести на онлайн-страницу на сайте. А кроме этого, естественно, они накапливаются в базе данных. И Рима Санбаевна, Наталья Михайловна также запрашивает ваши контакты в личку, если вы можете сейчас, допустим, в ходе этой встречи поделиться данными. Вот. Я думаю, что это отличная возможность. И также был вопрос к обеим спикеркам, как сейчас это, да, принято говорить, спикерам. Можно ли нам распространить ваши презентации, допустим, в формате PDF? Или же это невозможно по каким-то причинам? Да, я, наверное, организаторам отправлю на электронную почту, да, электронный вариант своей презентации. Потом ее можно будет использовать, конечно, без проблем. Спасибо. Наталья Михайловна, а вашу презентацию можно ей делиться с участниками? Извините, да, конечно, можно, я пришлю вам на почту. Отлично, спасибо. У меня можно, да, Мария? Да, конечно. Очень интересная презентация у Натальи Пырченко, извините, не знаю ваше отчество. Мы бы тоже хотели бы с вами потом побеседовать и перенять ваш опыт тоже, вот, как вы рассказывали, про прогнозирование. Сейчас наши специалисты работают над тем, чтобы запустить этот вид работы, этот вид продукции, как прогнозирование состояния загрязнения атмосферного воздуха, пока в городе Бишкек. Сейчас у нас уже есть этот прогноз, но он полностью зависим только от метеопараметров, то есть при прогнозе интенсивных осадков, которые влияют на загрязняющие вещества, мы также прогнозируем снижение уровня загрязнения в городе Бишкек. Но параллельно мы ведем работу. У нас есть отдел научных исследований, где проводится работа
по запуску этого вида работы. То есть машина, разработали такую программу, где машина, вычислитель сейчас рассчитывает влияние именно метеоусловий на уровень загрязнения в городе Бишкек, то есть старые архивные данные. При каких условиях, какой показатель снижался, да, что на него влияло, ли это скорость ветра или интенсивность осадков, именно в условиях города Бишкек. То есть это очень долгий процесс, он должен все рассчитать потом, чтобы он мог прогнозировать. Потому что все прогнозы, они строятся на текущей информации и на архивной информации, на базе данных, которые указывают, при каких случаях какие уровни повторялись. Также мы сейчас работу ведем над тем, чтобы именно на территории Кыргызстана мочь прогнозировать. Есть такая программа «Силам», разработана финскими специалистами Финского метеорологического института, где выпускаются прогнозы. То есть есть данные всего земного шара. Сейчас мы пытаемся получить более, скажем, нужное нам разрешение этих данных на территории Кыргызстана, чтобы потом данные в доступе, которые находятся в этой программе, мы могли использовать на прогнозирование своей территории. Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас уже будут результаты, и мы сможем прогнозировать качество воздуха. Спасибо большое. Еще тут дополнительный к вам вопрос тоже от Натальи Михайловны. Какие модели вы используете при прогнозе? Наверное, она говорит про прогноз качества воздуха. Мы еще не используем модели. Мы сейчас адаптируем модель «Силам» на территории Кыргызстана, а также идет расчет архивных данных по качеству воздуха и метеорологических данных, чтобы потом по нему мы могли прогнозировать. Эти расчеты рассчитаны, то есть это такая небольшая программа, она разработана нашими специалистами, а сейчас идет расчет этих данных. Спасибо большое. И вот тут я предлагаю озвучить вот комментарий от пользователя Усмонов. Может быть, вы озвучите, включите микрофон, если это возможно. Речь идет о возможном, да, сотрудничестве, только нам бы еще понимать, в чем именно мы можем, или мы, или Кыргызгидромет, или также Академия наук. Ну, нет, так нет, тогда я зачитаю. Спасибо организаторам и спикерам, очень понравилось. Как раз мы ведем аналогичный проект, надеемся на сотрудничество. Я вот поэтому уточнила, какой аналогичный проект, то есть, ну, может быть, это какие-то компоненты, может быть, это касалось к последним ответам спикеров, да, именно по моделированию, по мониторингу. В любом случае, я думаю, что сегодня как спикеры, так и MoveGreen мы заявили свою открытость, и мы рады, да, сотрудничеству в этом вопросе. Чем больше появляется вот таких профессионалов, которые присоединяются к этой тематике, тем лучше, тем будут быстрее и весомее результаты нашей общей работы. И мы надеемся, в конце концов, мы будем дышать более чистым воздухом в отопительные сезоны и не только в Бишкеке, но и в Кыргызстане в целом. Вот. Поэтому если ни у кого из участников или спикеров финальных комментариев нет или вопросов, я предлагаю считать наш онлайн-семинар сегодня завершенным. Как я говорила, я хочу поблагодарить еще раз наших спикеров за то, что нашли время в субботу, и также участников. В субботу должны все отдыхать, но мы так поработали. Спасибо огромное. И еще раз напомню, что данный онлайн-семинар мы, надеюсь, на следующей неделе, как и предыдущие, сможем вывесить на наш YouTube-канал, который так и называется movegreen.kg.
Тогда я останавливаю запись. Большое вам спасибо. Спасибо вам за организацию. Да, Спасибо Мария, большое. Очень разрешите рада. еще раз поблагодарить за организацию. И вообще это очень радует, что не равнодушных к этой теме становится все больше. Мы Да. всегда открыты к сотрудничеству. Всем, пожалуйста. Еще раз спасибо всем. Спасибо огромное. Действительно, со своей стороны скажем, что Кыргызгидромет — это служба, которая государственная, постоянно реагирует на наши запросы, именно в том виде, в котором мы запрашиваем, и действительно демонстрирует постоянно свою открытость к сотрудничеству. Большое Вопрос спасибо. можно, извините, пожалуйста. Я вот боюсь, что не успею напечатать. Вы говорили неделю назад, что вроде бы ЭРКАС планирует выступить Павел Александров, если не ошибаюсь, да? Вот это будет, нет? Да, это в марте. То есть сейчас мы вот на следующей неделе у нас будет финальный семинар, у нас будет выступление Айнаш Акын Шашеевой. Она будет представлять, скажем так, точку зрения здравоохранения и связь загрязнения воздуха со здоровьем человека, да, ну и вообще загрязнения окружающей среды. Это будет финальный онлайн-семинар в феврале. А также Павел Платицын или Павел Александров, он приедет в Бишкек в марте, и мы пока еще не знаем насчет формата, возможно, это будет офлайн формат, а возможно, все-таки из-за ситуации с ковидом онлайн мы сделаем или как бы стрим будем вести. Так что мы рекомендуем вам также следить за нашими обновлениями. Ну и еще раз скажу, что мы можем быть иногда надоедливыми с напоминаниями, но мы отправляем напоминания и ссылки на Zoom. Может быть, кто-то из вас уже по 2-3 раза получил. Мы стараемся по рассылкам тоже работать, потому что мы видим, какой запрос. Можно попросить заранее присылать, чтобы, особенно если офлайн будет. Хорошо, мы это сделаем, да. Да, обязательно. Спасибо. Спасибо за комментарий. Ну что ж, я тогда завершаю. Если вопросов нет, комментариев нет.